алейкум, всех приветствую. Добрый день. Ладно. Сегодня, сейчас посмотрим. Сегодня 27 сентября 2025 года. Извиняемся за опоздание. Ты слышишь, я тебя плохо слышу. Не слышишь меня? Не слышишь? Мохе, солнце. А я не слышу. Слышу я чуть-чуть. Да? Ну, выйди, зайди тогда, хорошо? Еще раз? Да. Удалить его. Так, извиняемся за небольшие технические неполадки. Сегодня 27 сентября 2025 года, 19 часов 25 минут по Брюсселю и 20 часов 25 минут по городу Джохару. Друзья, всех приветствую. Аят, как слышно? Как слышно, Аят? Так, возможно. Дик Хрес, ты меня слышишь? Нет. Не слышишь? Почему-то плохо. Да. Может быть, это связано. Эцал? Прием, как слышно? Звук добавил ты? Звук можешь Нет. слабо. Ну, относительно. Что? Приходил, да? Сундикрес. Ага. Может, в моем телефоне делать? Может, у тебя не новый телефон? То есть Ну, не то, что новый, старый я ее заменил, просто карточку я поставил, все. Обычно, которым ты пользуешься. Тот что-то у меня не заряжался. Он там зарядку не сделал по-советски. Я тогда вот другой поставил. Но работает, все нормально. Хези достаточно слабо, но я себя слышу громче, чем ты меня. Да? То есть, чем тебя громче слышу. Ну, давай тогда, пусть будет так. Слышно? Вообще-то слышно тебя, но я просто хотел чуть громче, чтобы было. Ты пользуешься обычным своим телефоном, которым мы стримы проводим, или ты другой аппарат подключил? Сейчас. Ну да, посмотрим, другие слышат тебя будут или нет. Давай тогда включим. Может, и других я не буду слушать. Давай еще раз. Ну давай. Да. Хези. Да, Хезно я себя не вижу. Здесь вот две стрелки друг против. Тебе развернуть нужно камеру. Вот ты там ездил просто. А Жан справа и шкала Юрий. Так. Что, Хези? Хези. А вот все, тогда нормально. Да. Все. Тогда нормально все. Угу. Все отлично. Я думал, может, ты аппарат сменил, не обычно, не которым мы обычно. Нет, я аппарат сменил. Аппарат я сменил. Вот у меня был вначале вот этот, так? Он что-то у меня вдруг дня 2 назад вообще не заряжаться стал. Заряд пьет. И я тогда вот другой вот взял аппарат с него. Ну, это вроде нормально, аппарат, все на него поставил. Так, ну ладно, это, как говорится, лиха беда начала. Так, даю легкую сегодня. Давай тогда. Извиняемся за
Неполадки, друзья, технические. Всех приветствую. Питер Вольф, Дмитрий Шлях. Всех, друзья, приветствую. Ва алейкум ассалам. Сегодня, как я уже сказал, 27 сентября. Тема сегодняшняя — главные события мира и Кавказа без цензуры. На платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. 160-й стрим у нас сегодня. И всем тем, кто... Стрим у нас идет на YouTube-канале Reality, на канале в TikTok Аслан Актуев и на официальной странице Президиума правительства ЧРИ в Telegram. Всем тем, кто находится в оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Лажу. Я, как обычно, сразу вам передаю слово. Дели салам алейкум. Ассаламу алейкум, Масарна. Добрый вечер, дорогие друзья. Здесь, как вот название у нас есть такая, как называлось, точнее, скажи, Аслан. Главные события мира и Кавказа без цензуры. Да, главные события, которые происходят, они как бы, значит, незаметно так вот было. Вроде все спокойно, в то же время все было увязано с тем, что вот прошла, значит, сессия ООН, где присутствовали главы государств, и там выступил Трамп. И на этой встрече там выступали многие люди, ну, главы государств, и Трамп выступил там в резкой форме и сделал такое заявление, что теперь я здесь больше не собираюсь, ну, так вот общими словами все говорят, что не собираюсь больше вас прислушиваться. Я, мол, здесь вам заявляю, что отныне я буду делать как бы законодателем на мировой арене, и что хватит, мол, вот это все прислушивать. Его такое резкое выступление было по-разному воспринято, и говорилось о санкциях, которые он там выдвигал против Испании, то есть, вернее, против Индии, Китая. И здесь Индия пошла, как бы, значит, на какую-то уступку и заявила, что она готова покупать нефть теперь у Ирана, если санкции снимут с Ирана. Так? И потом здесь шла речь и о том, что Китай тоже может быть готов к тому, чтобы не покупать нефть у России, если им, значит, не будут подсовывать вот это все зеленую энергетику, если какую-то вот, значит, научно-техническую или другого рода форму, значит, добычи этой электроэнергии будет им предоставлен научно-технический прогресс, который есть, имеется в виду в Америке, так? Но вот эта вся вот эта ситуация говорит о том, что здесь Трамп выступил и по той причине, что, оказывается, вот собрался после этого, или до этого было, сейчас уточним потом в ходе дела, и Путин начал, собрав свое вот это правительство, говорит о том, ну, кто, мол, убил, все убили нашу экономику российскую, кто из вас это сделал, ну так вот голословно. И сказал о том, что теперь рост экономики в стране всего лишь 1%. Это, конечно, очень мало. Все, значит, получается теперь все в России. Раньше они металл продавали, золото продавали, лес и все такое. Ну, все, у них ресурсов же много. Теперь вот эти вот санкции в какой-то степени на другие страны повлияли. И теперь, оказывается, они наиболее удобно вывести и продать нефть. То есть они, как бы, значит, Москва привязана на нефть. Россия все больше и больше становится страной, которая зависит ее существование от нефти в данной ситуации. Ну вот в связи с этим, как известно, повышают цены на бензин
в России показывают по всем телевидению, везде показывают, да, там, и, естественно, продукты питания и все остальное. И получается, что из расхода, которые есть у России, там 36 триллионов бюджета, 13%, считайте, почти третья часть, 30% идет на войну. Вот в этой ситуации что делать в России и какая ситуация складывается отношения, скажем, с Трампом? То есть Соединенные Штаты Америки, который жестко заявил в ООНе, он выступил и сказал, что теперь мы не будем больше с вами здесь заигрывать, грубо говоря. Я вам говорю, вот так и должно быть, мы там самое главное в этом вопросе. Россия, значит, думает о том, что в этой ситуации все же что-то Трамп сделал резкий поворот. До сих пор все время говорил, что он, вот, давайте мирно там, давайте сделаем то, встретимся там, давайте. То есть, видно, Трампу надоело, вот как это обозреватели, все и другие вот эти блогеры говорят, что, видимо, ему надоело вот всем этим вот заигрывать с Путиным, и он понял, что вот эта игра, которая у него закручена на то, чтобы, значит, решить вопросы отношений, строить с Путиным, оторвав его от Китая, что у него не получается. Видимо, на этой основе вот говорят и многие обозреватели, и политики, которые мы слушаем и читаем. Там это говорится, что, возможно, Трамп понял наконец, что ничего не получится, необходимо сделать какой-то резкий скачок, поворот в сторону того, чтобы сказать. Он сказал, что теперь он будет продавать в большом количестве, ну, мы это уже знаем, оружие передавать будет НАТО, а НАТО уже потом может передавать Украине. Я, мол, продаю и на этом зарабатываю. И в то же время Москва и, ну, и, собственно говоря, Путин почувствовал, что ситуация нагнетается, что это не то, что было раньше, и, значит, начал предлагать ему, чтобы вот давай, мол, говорить, оставим эти вопросы второстепенные между собой, там, значит, о снижении, значит, вопроса о ядерно-стратегическом оружии, вот давай в следующем году то-то делать, предлагает. Что это не связано, мол, с Украиной, оставим, другие вот это начнем. Независимо от этого, Трамп там в резкой форме, достаточно резкой форме, дипломат ответил, что это не будет, все, больше этого не будет. Тогда они начали все какие-то еще другие ходы делать, и 2 или 3 предложения были со стороны России, что они поняли, что здесь уже шуток нету. Ну, раз они поняли, что нет шуток, здесь возможно, что Трамп может изменить свою ситуацию по отношению к этому, может изменить, потому что он часто это делал. Ну вот на этой основе вот такая ситуация нагнетается, идет оружие в Украину, Украина не должна проигрывать, как Трамп сказал, вы можете уже как будто сейчас, я сам не читал это, правда, но вот говорят, что здесь дается уже разрешение бить оружием, которое будут давать Трамп через НАТО, или как там бить туда, куда это они хотят. Вот типа такого разговора. Это разговоры идут, но в то же время ясно, что напряжение возрастает. Во-первых, значит, экономика России в таком плане, и во-вторых, значит, ситуация со всем населением России, которое вот, собственно, идет к тому, что вот, значит, повышаются цены, и наряду с этим Москва везде по всем своим телевидениям, везде восхваляет, что мирная жизнь, что некоторые вот их посланники, там, войска воюют, то есть как будто там все нормально. Все нормально, все пляшут, танцуют, в рестораны ходят, и все такое, а все люди, которые живут там в регионах там, или национальных, значит, окраинах,
их все собирают, в основном их посылают, а командуют командиры, там, конечно, российские генералы, и они засылают на смерть. Вот такая ситуация складывается, и теперь Европа сама в этой ситуации находится и видит, что дело идет к тому, что ситуация нагнетается. Раз нагнетается ситуация, здесь вот были взрывы, мы с вами слышали, и в Лондоне, в Великобритании, потом это были полеты самолета над Эстонии, ну вот эти все щупания путем тыка, как это, метод тыка, все это говорит о том, что Запад начал задумываться, что тот договор, который есть между западными странами, особенно Северным, Англия, там Балтийские страны, Германия и все такое, что, оказывается, может быть, Кремль и может действительно, это их работа, если они уже в Лондоне или там где-то там в Англии смогли взорвать вот это предприятие, которое может вот заниматься вот изготовлением дронов или вооружений. То есть вот такая ситуация идет, и кажется, что в конечном итоге, может быть, придется, вот в первую очередь, они чувствуют опасность от действий России на уровень того, что вот какие бы там слова не были от Китая или Индии, все же они подпитывают деньгами, покупают у них это все, да, и возможно, что может прийти дело к тому, что придется закрыть небо не только для Украины, и для даже северных этих государств, северных, имеется в виду, вот, которые я назвал, но, естественно, не только они, им они могут, собственно говоря, ударить и по другим регионам. Тогда Путин начинает, вот я сейчас рассказываю, в чем напряженность. Путин начинает говорить, что какой-то орешник, который у него там как-то там не взорвался до конца, теперь у него перемещает Лукашенко в Белоруссии, что они туда двигаются, и ситуация, может быть, вот ответные шаги дают. Вот такое сегодня, как бы, значит, положение складывается, что мы видим. И если это вот так вот напрягается, вот это международное, значит, положение, то, естественно, мы, простые люди и народы и Европы, и самой, скажем, России, и наши страны, Чеченской республики и другие, Кавказские республики, Среднеазиатские, должны понимать, что напряжение идет, и главным образом все идет от того, что не потому это все, вот это почему это напряжение, потому что есть две системы власти, все же мы знаем. Это система власти демократические государства, которые вышли, скажем, с прошлого века, вышли, как говорится, на орбиту и начали давать возможность избирать народу власть в этой стране, свободу слова, свободу экономическую, социальную, там еще такое, свобода личности. И те страны, которые диктаторские, вот которых я сейчас назвал, Россия, Китай, Иран и другие, другие. Вот этот вопрос, он такой важный, и вокруг этого сейчас вот ситуация как бы разыгрывается. Аслан, я на этом остановлюсь, чтобы время много не тратить. Будут, если вопросы, то по ходу будем дальше говорить. Давай, Аслан. Баркалая, друзья, напоминаю вам, задавайте вопросы. Стрим у нас идет на официальной странице в Telegram Президиума правительства, и также на YouTube-канале, и на реалити, и на канале TikTok Асан Артур. Друзья, задавайте вопросы, я их зачитаю. Либо, если хотите принять участие, заходите либо в Telegram, либо в TikTok, и тоже можете сами непосредственно. Вот Трамп очень много говорил про миграцию, то, что мигранты, все, что Европа теряет, короче, самоубийством занимается и так далее. Почему он об этом так говорит? Грозит ли нам здесь живущим под видом борьбы с мигрантами какие-нибудь репрессии, или же это может быть связано с тем, что какие-нибудь правые после каких-нибудь терактов или каких-нибудь провокаций
могут прийти власти. Как когда-то, например, пришел Гитлер к власти, тоже проведя провокацию, поджег Рейхстаг и пришел. Может ли такое случиться? Ну, как сказать, дело в том, что Трамп здесь себе как бы, значит, плюсы ставит и говорит, что вот он остановил движение этих мигрантов с юга, потому что Войны остановить. да, каждый там год столько-то там, чуть ли не миллионы людей идут в Америку, у них нет работы, нет документов. И вот мы это приостановили, почему мы их должны, мол, обеспечивать, и в то же время они, значит, создают условия, при которых народ беспокоится, и с них могут быть и бандиты, и шпионы, что угодно. В этом плане, и он как будто вот это все вот объявляет о том, что он с юга вот эту всю дорогу перекрыл им. Построил там стену, поставил охрану, все такое. Вот это может быть связано с этим и с тем, что с юга, скажем, а, Африки и со стороны Средиземного моря, сюда Европы тоже идут много, значит, беженцев. Они идут сюда, потому что там же, собственно говоря, э, социальное положение очень невысокое, и по сравнению с европейскими странами. А здесь есть некоторые привилегии, не то что некоторые привилегии. То есть они говорят, что надо это все остановить, сделали это минимально. Здесь не идет речь о политических беженцах, о политических, а речь идет о таком массовом продвижении населения, скажем, массово идут через границу, потом пытаются где-то там устроиться. Ну, понимаете, о чем я говорю. Вот против этого как бы идет. Ну, и наряду с этим, конечно, страдают и другие люди, и сами американцы, и сами, скажем, и беженцы, и все такое. Вот об этом. Мне кажется, что это с этим связано, с одной стороны. С другой стороны, конечно, и не без этого. И не без этого мы знаем, что вот на стороне, скажем, здесь европейские страны с востока, значит, идут люди, ну, с России идут, так, Белоруссия, и этих среднеазиатских республик люди здесь есть, они идут. Но их, по-моему, не так много. Вот чеченцев здесь говорят, здесь официальных данных никто не дает, но все говорят где-то 300 тысяч человек. Ну так прикинуть, слышишь, там столько, получается вот 300 тысяч чеченцев здесь на Западе. Уже не говоря о том, что они по всей России и других странах СНГ, их тоже где-то, наверное, 300-400 тысяч, и в самой Чеченской республике оккупированной там тоже где-то 1,5–1,5 миллиона. Вот такое количество людей. И многие хотят, конечно, оттуда выехать, потому что там-то ситуация вот, преследования политические, все такое, в самой России даже. И теперь Россия уже готовит все для того, чтобы закрыть границы. Мы же видим это все. Они там принимают те или иные законы, те или иные, значит, ограничения для того, чтобы не могли те люди уехать. То есть вот эта работа идет, и поэтому Трамп всегда себе ставит плюс. Он говорит, что он за это время там 6 или 5 войн остановил и всё такое. Для нас важно было бы, чтобы он смог остановить, повлиять на войну, которая была начата против, сегодня, о которой мы говорим, Украине, чтобы Украина смогла выдворить всех оккупантов, а это значит, остальные территории, которые были захвачены Россией, нынешней Россией, это Чеченская республика или Грузия, Молдавия, ну и Белоруссия, конечно, чтобы эти территории тоже от посягательства России были освобождены. И в этом направлении я хочу всегда, я подчеркиваю об этом, что здесь тоже, чтобы эти страны, эти захваченные территории тоже были освобождены, и чтобы они могли в рамках современного международного права восстановить свои власти, которые у них были народом избраны,
и чтобы они свободно могли развиваться. Вот это и есть направление соблюдения современного международного права, а не вот это диктаторские, значит, замашки, которые устраивают вот эти страны, значит, э, диктаторских режимов, которых мы с вами знаем хорошо. Мне так кажется, Аслан, что здесь в этом, здесь такой многоплановый такой ход может быть, и в то же время и так, насколько мне кажется. Знаете, Аят, это у меня есть такая ассоциация с тем, что произошло в 2014 и 2015 годах, когда после бостонского теракта США готовились вмешаться в конфликт в Сирию на стороне оппозиции против Башара Асада, где он применил химическое оружие, затем Россия тоже вмешалась, как бы отобрала это химическое оружие, как бы передала это, и как бы начался такой процесс, и появился ИГИЛ. И такое впечатление, что вот какой-то ИГИЛ сейчас может снова появиться из-за сейчас много рекрутов можно будет набрать, опять же, по этой пропаганде, которую ведут из-за войны, которую Израиль и США ведут в секторе Газа. И получается, что может, ну, как бы, есть люди, которых можно склонить, там, у кого родственники погибли, там, вот, на фоне вот этой всей пропаганды, и Америка накапливает силы. И сейчас, когда выступая в ООН, он говорил больше о миграции, больше, очень много о ней говорил, про, ну, как бы подразумеваются мусульмане, наверное, и потом, затем получается, что он говорит, что Украине помогать они не будут, как бы, они будут продавать НАТО, и Европа будет помогать. И как бы отстранился он от Украины. По крайней мере, так он с высокой трибуны заявил. И может у них какая-то информация есть, что какие-то силы готовятся, что что-то сейчас будет. И тут в Европе, например, в том числе, может начаться какая-нибудь такая заварушка, которую русские очень активно готовят. Вот чего я подумал, чего я опасался. Но это не исключено, Аслан, это возможно все, потому что мы не можем же говорить, что конкретно будет. Мы с собой, собственно говоря, можем только по некоторым признакам говорить, что то-то или то-то возможно будет, так? Но эти признаки могут быть, значит, ложные, спровоцированные, так? А на самом деле что-то другое могут готовить. Это бывало много раз. Сейчас, насколько понятно, что там будет и куда все это движется, собственно, мы видим, что действительно напряженная ситуация, как будто как бы затишье перед бурей. Вот так вот все как мы видим, да? Но раз это так, то мы должны как бы, значит, наиболее обостренно все слова прислушиваться, что это делать, что делать и куда это движется. Вот это надо нам об этом думать. Мы же стараемся, каждая страна, она думает о своем народе, так? И в то же время выдержана и выписано, скажем так, международное право, с которым согласились все после Второй мировой войны. Все должны понимать, что в современном международном праве существует современное международное право, которое принято после Второй мировой войны. И его принципы которые подписали эти страны, должны соблюдаться. Вот в чем вопрос. А те, кто отходит от этого, значит, они должны быть в этом плане, значит, осуждены, наказаны, там, экономически, политически, как угодно. Вот эта выработка, если она это будет, может быть, как-то будет более это, но вопрос в том, что внутри, как говорится, этого котла международного права, когда находятся одни страны, они более менее развиты, так скажем, так? А другие страны, вот передовые все, европейские, Америка, Канада, они передовые. У них научно-технический прогресс, у них во всех отношениях, военном, другом отношении, учеба, там, развитие, все это как бы развито.
В других странах, скажем, вот, которые мы с вами знаем, да, там вот есть тоже вот этот процесс, и все движется, но все равно это все производится и делается, вот эта вся, весь эта суть вся лежит на Западе. И почему это так вот, скажем так? В основном потому, что там, здесь вот есть условия свободного волеизъявления. То есть свободно можно развиваться, свободно можешь получать информацию, ты имеешь минимум, конечно, экономическое и социальное обеспечение, так. И в этих условиях люди могут создавать какие-то предприятия, фирмы, людей нанимать. И эти люди могут свободно что-то решать. А в диктаторских странах там все под контролем. Там политическое преследование, там это. Хотя там тоже делается, и есть там разумные люди, но все равно это не то, потому что условия для создания вот такого развитого сообщества на Западе, оно явно, значит, очевидно, выше, как мы видим с вами. Раз оно выше, оно в этом плане и должно как бы восприниматься. А что теперь мы видим? Куда это все движется? Как это будет развиваться? Ясно, что идет борьба. Борьба. Те, которые сидят у власти, они крепко держатся за эту власть и не отдадут ее так вот просто уговорами или какими-то другими, значит, заманухами, как говорят, так? Они отдадут ее, если на них нажать экономически, в военном плане и в другом плане, или если в этих странах, допустим, африканские и азиатские страны, если там будут условия свободного волеизъявления или условия, значит, свободы личности, которые не будут преследоваться по политическим мотивам, а будут осуждены только лишь за, значит, экономические и другие там, значит, преступные действия, то для свободного человека можно полностью развиваться и строить отношения и развивать эту страну, выкладывая свой налог, скажем, государству, а остальные могут. А бандитские вот эти ходы там не проходят. И вы здесь, ну, правда, есть, конечно, и нарушения, но за этим строго следят. Мне так кажется. Спасибо, Аят. Ларри, нет, в Газе США не воюют. Я имел в виду про Иран и США, и Израиль, Иран. В Газе нет. По какой информации нет? Может, я оговорился, или я... Нет, в Газе не воюют США, конечно. Да, данных нет. Ну, Аят, вот тут вопрос. Вот сейчас я вернусь от Чарли. Аят, скажите, пожалуйста, где именно это напряжение? В экономике у них все как прежде. Торговля между Россией и Западом все как раньше. Вот по предыдущему. Ну, где именно? Я уже об этом сказал. Потому что даже сам Путин об этом заявил, так? Во-вторых, значит, Америка, то есть Индия и Китай, они все же покупают эту нефть, так? А другие виды, значит, торговли, которые есть у России, она что продает? Она только ресурсы свои продает, да? Нефть, там, газ, лес. Теперь с лесом труднее, с металлом труднее. И эта ситуация такая, что у них в основном только на нефти все. То есть раньше было, допустим, 100% торговля, и европейские страны тоже, вот об этом говорится, что у них есть контракты, которые заключили, допустим, заключили контракт. Я беру, допустим, Франция заключила контракт на такой-то период, что они будут покупать у них нефть. Если они эту нефть не покупают или там что такое, то санкции накладываются, так? Но они как бы, значит, уменьшают покупку этой нефти, и от процента 100% оно сведено к минимуму. Они, европейцы, и об этом и говорят, вот, в Европейском Союзе, везде об этом говорят, хотя Трамп их критикует. Вот вы сами, мол, это делаете. В то же время, почему я буду санкции на них, так говорится, выдвигать, накладывать, а вы сами покупаете у них нефть и все такое.
Поэтому здесь вот это Орбан и Венгрия и Словакия, они тоже здесь как бы, значит, в этом вопросе все это ругались. Теперь как будто они тоже договариваются, и эти все уже чувствуют, что Россия, она здесь пытается их где-то там спровоцировать, ну, то, что мы говорили. И говорит о том, что вот эта международная вот эта торговля, экономические отношения, да, оно не может вот так раз и обрушиться, раз в один момент. Если она в раз обрушится, то и другая сторона тоже будет обрушена. Допустим, западные страны, они же тоже туда-сюда как бы торгуют. Но они все время уменьшают, вот этот процент уменьшает наш торговый баланс. И, допустим, они пытались, как вы знаете, из Китая, из Индии, и даже против Запада, против Европейского Союза Трамп вначале тоже что-то там говорил, там на них хотел там 30% или что-то там санкции наложить, мол, поднимайтесь сами, защищайте, почему я должен вас защищать, у вас есть до 5% расхода. А вот мы в России мы видим, что они подняли чуть ли до 30%, а то, может быть, это мы так знаем, а может до 50% они довести, тут военные. А в то же время, как будто там все, да, этот процесс, он не может полностью быть обрушен по причине того, что вот такая ситуация. То есть нельзя раз обрушить и все. И в то же время они по ходу дела пытаются, вот как Трамп пытается договориться с Путиным, чтобы он, давай там то сделаем, это, давай садись на переговоры, давай поговорим, пригласим Зеленского. А он там каждый раз, когда он это делает, там кидает эти ракеты, снаряды, убивает людей, дома жжет. Мы видим, так? И уже дошло до смешного, грубо говоря. И Трамп уже тоже, у него нервы не выдержит, и он уже такие заявления делает. Так что вот такая ситуация с этой торговлей, насколько известно. Так? Если у вас есть зерно, допустим, я образ говорю, там 1000 тонн, то вы раньше продавали, допустим, 50% его, а теперь Россия может продавать его, допустим, только 10%, меньше. Но за счет нефти, других там ходов, которые тайно они продают, там покупают, это все было. Они сейчас все хотят взять под контроль. Мы видим это, и Европа, и все. Так что ситуация вот так складывается насчет торговли. Мы видим, да, это так. Баркал. Мгм. Зеленский сказал всем прятаться, искать бомбоубежище, точнее, всем российским, московским чиновникам. Сказал, мирным ничего не будет грозить, но вот видимо, по Кремлю, по другим каким-нибудь административным зданиям в ответ уже русские уже наносили, поэтому в ответ уже украинцы будут нас, наверное, Он будут бить. предложил им, значит, поглубже прячьтесь. Медведев, да? Да-да. Да, это Нет, слышал нет, это. Зеленский предложил. Зеленский сказал. Мгм. Зеленский искать убежище, бомбоубежище кремлевским сидельцам и что попросил томагавки. Как вы считаете, Ая, когда они вот эту информацию озвучивают, что вот попросил, там начинают проверять там и противника, его состояние, и как бы общество, они уже приняли решение, они уже передали эти ракеты, или же это только вот обсуждение идет? Потому что сейчас активно Эм, бьют по России уже Мне несколько кажется, дней. что здесь, Аслан, мне кажется, что здесь, ну, вот эта информационная такая война идет. Пугают, как бы, знаете, страхи наводят, так? А в то же время, может, это и есть, а может и нет. Вот они сказали, орешник мы передаем Белоруссии. Так все думают, это что за орешник? Есть ли он или нет его? Как там? Они сказали там, что мы вот возьмем, придем, вот скоро, вот недавно было, вот мы там, начнем с восточного направления, прорываемся, скоро возьмем, потом пешком дойдем до Киева и все такое. Снова это все. А украинцы взяли там, отбили у них большую территорию, ну, относительно большую территорию, и все показали, что это не так. То есть у украинцев есть, видно, и оружие, и потом они сами тоже готовят, и они выходят в лидеры по изготовлению этих дронов и другого вида оружия.
Они же не сидят тоже сложа руку. Тем более, что Запад им в этом отношении помогает. Тем более, что разрушена их страна незаконно. Тем более, что с точки зрения международного права есть нарушения, которые сегодня грубейшие нарушения в отношении Украины, да не только Украины, политику, которую проводит член Совета Безопасности ООН Россия. Вот здесь, поэтому в этой ситуации они же давно привыкли пугать того или иного. Эти пугалки идут, наряду с этими пугалками могут быть и реальная ситуация. Вот они запускают дроны, и там, скажем, 200 штук, а из них там может быть 30% или меньше, я не знаю, больше, просто это не заряжают, просто летят дроны и все. Тоже пугалки. Ну, вот такое вот может быть. Как мы можем это объяснить? Канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц сказал: мы не находимся в состоянии войны, ну и не живем в мире. Он заявил, что, выступая в Берлине перед предпринимателями, Мерц сказал: полеты дронов, шпионаж, убийство в Тиргартене, убийство Зелимхана Хадашвили в 2019 году, массовые угрозы публичным лицам, не только в Германии, но и во многих других странах Европы, ежедневные диверсии, попытки вывести из строя дата-центры, кибератаки. Я полагаю, что здесь в зале, вероятно, каждый второй уже хотя бы раз стал жертвой атаки на сети передачи данных и инфраструктуры. То есть вот то, что как раз мы с тобой сейчас в данный момент подвергаемся Да-да. постоянным этим атакам. И вот как вы считаете, насколько это все далеко? У нас в Гамбурге позавчера самые масштабные, там, 50-х годов масштабные учения по переброске военных, ну, там, взаимодействия с МЧС, там, с другими разными ведомствами. И как это может быть? Для чего они готовятся? Не против же России. Может, они готовятся против Ирана, пока говорят про Россию, или же там против Йемена, например, или еще кого-то. Как вы считаете? Или это все-таки нельзя будет поменять, так взять и мы сейчас против России, помогаем Украине, а потом, как сделал это Трамп, сказать: ну все, вы этим занимаетесь, а мы этим не занимаемся. Как вы считаете? Ну, что может считать? Конечно, здесь это просто показывает, что есть вот такая напряженность, и сидеть, ничего не делать, это неправильно, и поэтому власти готовятся. Германия, к примеру, отрабатывают вот эту ситуацию, которая возникнет, чтобы они были как бы между собой, ну, скажем, как минимум связаны, так? А раз они могут эту операцию проводить и в военных условиях, это показывает о том, что страна к этому готова. А если ничего не делает, то значит, они ничего не делают, их можно хорошо брать. То есть они готовятся. Раньше не было, вот, допустим, европейских стран между собой почему не воюют? Раньше они воевали по 100 лет и меньше, до 50 лет воевали. Потому что они экономически взаимосвязаны между собой. А эти страны, это экономически взаимосвязаны, но отличаются тем, что во главе у них сидят диктаторы. Ну, как во всех этих странах, о которых мы говорим. И теперь, что об этом можно сказать? Ну, они говорят, вот, допустим, напасть на Иран, на это, на то. Я не понимаю, может быть, если, допустим, вот ограничить гонку вооружений или, значит, уничтожить какое-то количество, скажем, ядерных боеголовок или что-нибудь, или химическое, что есть, которое запрещено, да? То здесь вот один блогер там выступал, рассказывал там в этом отношении и говорит, что, допустим, если у России 5 или 6 тысяч боеголовок, так? А может, у него 25 тысяч, а мы на 100 боеголовок уменьшили. Ну и что? Вот он дойдет до того, что у всех уменьшит, а у него еще 1005 останется. Тогда он самый главный. Так что здесь надо в этом вопросе думать о том, что
надо готовиться, и, видимо, научно-технический прогресс в военном отношении особенно это так вот развито. Военные, которые вот этим занимаются, но я имею в виду и вооружение, и другое, и космическое, и наземное, подводное. Они все это планируют и это готовят. Готовится. Потому что если страна не может сопротивляться, да, если страна не может, не видно, что она готова, что будет сопротивляться, то ее легко взять, и то, что легко там лежит, может любой взять. Вот так вот. Поэтому любое государство, оно должно быть готово к обороне и защите своих территорий. А эти диктаторские режимы, они склонны к нападению. Склонны к нападению, захвату чужих территорий для того, чтобы оправдать свое вот это сидение во власти многие годы, десятилетия, чтобы обвинить других людей, которые бедно живут в этой стране. А некоторые вот из них могут даже, вот как это было в Ливии, очень хорошо люди жили, там все помогали, там каждому то давали, что не было даже и в демократических странах. Но все же это преподносилось, что якобы они сами это во власти сидят, что якобы это все их, и мы вам даем, мол, так, как будто с барского стола. Да. Ну, ситуация такая, в общем, по большому счету, сам. Мне кажется, если бы в Ливии на самом деле Каддафи был так помогал, его бы так сам бы народ не растерзал бы и за него заступился бы. Больше, Но мне кажется, пропаганда. может быть, но, по крайней мере, такая информация шла. Я здесь знал некоторых людей, но здесь из Франции и там еще другие, которые говорили, что там вот такая ситуация на самом деле. Там всем это выше это в смысле у них, возможно, была нефть, газ, и все это у них было чрезвычайно там на высоком уровне, и поэтому они уже как бы начали после этого какие-то действия делать террористические в адрес Америки или других стран, потом этого Каддафи обвинили, и это уже на международном уровне разыгрывалась такая вот, значит, такой спектакль, а в конечном итоге и население тоже, вот тебе дали 10 рублей, а мне дали 20. Он думает, почему мне, ему дали, хотя ему хватает того. Это человеческая такая природа, такая, почему мне больше не дали? То есть всегда вот такую вот провокацию могут создать. Это есть, да. То есть на международной арене вот такой вот, и притом он был, этот диктатор, вел себя как барин, вел себя как это, пышно где-то свои эти шатры устанавливал в Москве на площади и в других городах. Мы видели же это, как она это все делал. Никакой скромности не было, хочу сказать. Хотя он был простой там военный, майор был, потом полковник стал, а потом пришел к власти. Но это такой, каждый, как говорится, по-своему здесь. Но вот такая вот, может быть, ситуация. Поэтому и идут вот эти подготовки везде. Они пытаются защитить то, что награблено. А эти хотят там другие награбленные. Вот, вот такое. Ясно. Кстати, у нас тоже сейчас опять так, я тоже сменил телефон, а я начал с другого телефона, попробовал сегодня сделать стрим, но моя картинка опять плохая, портится, твоя нормально вроде изображение, тебя видно, а меня как бы, видимо, YouTube продался, наверное. Я же говорю, у меня это, вот сейчас не мог войти, я сколько мучился там. То так, то так тоже. Ну, это бывает, наверное, у тебя не. Вот сейчас была хорошая картинка, сейчас она вдруг Да, она, видимо, Мгм. исправляется, потом сама исправляется, видимо, что-то там Да-да. происходит. Но я специально поменял, чтобы проверить, потому что несколько Ну, стримов мгм. прошедших, 2-3 стрима я видел качество очень плохое. Мгм. И сейчас, ну ничего.
Все отлично. Друзья, задавайте вопросы, пишите ваши вопросы, я зачитаю. Давайте общаться, давайте пытаться разобраться в правде. Вот, без цензуры главные события мира и Кавказа. Так. Аят, вот мы этого лидера Каддафи Да-да. помнили? У вас недавно был суд, и вашего французского бывшего президента приговорили к 5 годам, что, во-первых, это делает честь Франции, что президента судят, это очень серьезно. С другой стороны, как-то необычно. А что там произошло? Что вы знаете по этому поводу? Ну, я знаю то, что его осудили, но пока еще не посадили так в тюрьму. Но он в тюрьму его посадят, но ему пока он может апелляцию подать, там еще что-то говорить, по-моему, еще месяц где-то так. Но как будто бы те обвинения, которые в него, ему инкриминировали, они сняты. Но по другим таким вопросам его пытаются, значит, он пытается и от этого уйти. Что будет? Ну, где в других странах не видно, чтобы вот так судили. Не видно. В Израиле Если тоже, если он освободиться выйдет, то он будет, конечно, бороться за президентское кресло. И вот они будут его там где-то, мне кажется, держать до какого-то времени, пока новые выборы пройдут, так? И потом могут и помиловать его новые деятели, кто его знает. Но, по крайней мере, вот так вопрос стоит, и они должны отвечать за свои поступки. Так вот. Ну, это я помню. демонстрация, скажем, вот демократического Запада, его принципы, его... Хотя мы не можем сказать, что до конца это сделано так, как должно быть. Мы же не можем сказать, как это, да? Но, по крайней мере, такой мы видим. Мы видим, что свободно выходит народ здесь, значит, на демонстрации, там объявляют то-то, то-то, выступают, говорят, все такое. Но в то же время это тоже один из лучших способов существования государства, да, потому что там избирает власть народ. В конечном итоге народ же избирает власть. То есть зависит от политической, как говорится, компетентности народа, и это народ, который имеет информацию, свободно может получать информацию, передавать информацию, и по политическим мотивам здесь не сажает. Вот такая ситуация. Я вот как раз помнил, когда был этот суд, и сейчас мы обсуждали, быстро глянул. Бывший премьер-министр Израиля Ихуд Ольмерт в 2015 году был обвинен во взяточестве и отсидел 16 месяцев в тюрьме. А также еще был один премьер-министр 84-86 года, был осужден в 2010 году на 7 лет тюрьмы и отсидел 5 лет. Поэтому Израиль судят, это хорошо. Да-да. И Нетаньяху такие, другие, такие как... Нетаньяху тоже, говорят, боятся, вот я знаю некоторых людей, Нетаньяху тоже боится, что его посадят, и он поэтому так активно борется, говорят. Некоторые. Да, говорят про это. Да, ну, да. с него сняли в 2025 году, в сентябре, окончательно приговор с тюремным сроком не вынесено и подвергался расследованию судебным процессом по коррупционным делам. Видимо, трудно удержаться от больших потоков денег. Но Да. это очень серьезно, если могут судить, могут привлекать. Короче говоря, не небожители. Угу. Да, не небожители. Поэтому вопрос ответственности любого лица, будь он президент, премьер-министр, кем угодно, должностное лицо, он должен нести ответственность за свои поступки. Он не должен на широкую ногу разматываться и
золотые самолеты и вертолеты делать, летать на них там. Ну, образно я говорю, так? Он не может так разойтись и вот так, не должен, по крайней мере. За счет чего вот эта вот вся команда, которая есть в окружении Ельцина, да, то есть Ельцина, да, и Путина, эти, что они на самом деле такие были умные и настолько... Нет, они просто своровали это все фактически. Все у них ворованное. У них, мы знаем же, они там придумали какие ваучеры, в этом винили чеченцев. На самом деле-то потом якобы чеченцы все делали. Да. Какие только ярлыки они навешали на наших людей. Ну, конечно, какие-то из нашего числа людей тоже в этой бандитской схеме участвовали, видимо. Но во все управление, все решение, все эти банки, все были в руках у центральной власти этих людей, которые потом разбогатели. Неожиданно миллиардерами стали, все предприятия, нефтяные промыслы, все в их руках. Как это так? Вот о чем речь. А здесь вот на Западе, я не скажу, что здесь все так вот но, по крайней мере, здесь вот на примере этого Саркози видно. А он был очень успешный человек раньше. Да, я помню, он очень такой был. Но сейчас я Ну, знаю. сам факт даже Да-да. интересно. В суд вызывают, Да-да. а тут у нас кто-то там становится каким-нибудь маленьким чиновником, и все, и, ну, Но он уже это с собой не здоровается, там выглядывает, не пускает себе или да, еще это. Всё это известно, да, это все такие вещи были, да. когда не у Поэтому нас, у них. Но все равно, как бы, вот, ты смотришь на это и думаешь, что, как бы, как можно вообще даже заявление написать, и чтобы какой-то следователь посмел дать ход этому делу. да-да, конечно, конечно. Это и есть, Невероятно. да. Поэтому другие хотя бы не так нагло будут воровать, потому что в России-то все узаконено, и я думаю, в советских многих республиках это практически коррупция, она узаконена. Да. Так, друзья, задавайте вопросы, пишите ваши комментарии, я обязательно их зачитаю. А вы что, чеченцы такие чистые, мне пишет Захар? А я разве сказал, что мы такие чистые? Я, наоборот, доволен тем, что нечистых хватают и привлекают к ответственности. Так, интересно. Ну, какой-то сценарий, такое впечатление, к чему-то грандиозному, масштабному мы подходим. Что из этого будет, что из этого выйдет, интересно. Ну, что будет, неизвестно. Я надеюсь, что будет все равно войны не будет, мировой не будет, так? По крайней мере, все, как говорят русские, устаканится. Но, по крайней мере, к этому должно все двигаться, ситуация. Будут пугать, будут смотреть, потом, значит, разойдутся, будут сидеть, снова наблюдать, где, как, кого потом укусить. Вот эти диктаторские режимы, они так не останутся. А вот эти вот демократические страны, в которых есть свои недостатки, я хочу сказать. Я вижу тоже со своей стороны есть недостатки, которые... Но эти недостатки, они покрываются тем, что власть в этих странах избирает народ. А вот эти в диктаторских режимах, там народ никого не избирает. Там фикция все. Это же мы знаем, посмотрите, сколько лет, уже 30 лет сидит команда Ельцина-Путина. Еще дальше в других странах тоже так сидят. И больше, до 40-50 лет, а потом снова своих.
это больше преступлений, чем какие-то, скажем, недостатки, которые есть в демократических странах. Мне кажется так. Поэтому здесь вот этот момент должен быть учитываем. Мгм. Асланбек Тутаев задает вопрос. Благодаря позиции Трампа Европа и весь мир перестраивается. Никто, кроме Китая, не хочет иметь дело с Россией, так как Путин использует Путина использует Китай в своих целях. Как будет Россия, какая будет Россия после развала? Что думает по этому поводу Аят? Ну, во-первых, вначале она должна развалиться, а если она развалится, России уже не будет. Вот такая она будет. Если она Что будет, развалится, русские же а? вымрут. Но они же не вымрут, русские-то будут. Но они могут не вырвать, а могут они определить там какие-то там территории своей республикой, допустим. Все, но, а то получается во всей России все русские, так Путин говорит, я чеченец, я русский, я ингуш, я русский, нет, или наоборот. То есть он всех их хочет сделать русскими. Национальные языки убрал, так? Не дает им учить говорить на своем языке. А в Украине идет, почему, говорит, русский язык там запретили. То есть сам себе против. Здесь все убрал, а там, говорит, вот за этот русский язык мы боремся, там мы будем бороться. Вот Украину, поэтому мы такую нацию мы вообще ликвидируем совсем у них. Вот так вот. Вот такая вот ситуация. Здесь ТикТок, Аят, задается вопрос, я не вижу, правда. Как вы относитесь к Казахстану? Казахстан – это Ваш моя родина, я там родился, в Майкоине. И там у меня похоронена мать, там похоронены мои родственники близкие. Я с большим уважением отношусь к Казахстану, к казахстанскому народу. Я люблю эту страну, так как я там родился. Вот так я отношусь к Казахстану и к казахам. Присоединяюсь, Аят. Мы все чеченцы так относимся к казахам. Да-да. У нас, у чеченцев, есть пословица: тот, кто не помнит добра, не поймет, когда ему сделают зло. Да-да. А когда тебе сделали плохо, ты как бы уже должен. Потому что Да. некоторые говорят, хорошо делают, не должен, а вот когда плохо сделают, обязательно нужно ответить. И это говорит о том, что добро, оно очень важно для чеченцев. Мы это помним веками, веками помним. Даже маленькое добро. Всех это касается. Да. Так, сейчас я тут... Вот здесь Чарли пишет, что в Европе до сих пор рулят древние богатые аристократические семьи. Некоторые российские идеологи, так сказать, тоже вот эту версию продвигают, что есть какие-то семьи аристократические, там, королевские, там, третий, десятый, и вот они здесь всем управляют. Раньше масоны были, теперь сейчас на них переключились. У этих вот реально есть власть, они существуют. Как вы считаете, имеют Но, аристократы такую же власть, как раньше? но аристократы, конечно, они силой своей глубинной исторической значимости, они знают 15-20 поколение своих предков. Я вот был, помню, часто бывал раньше в Лондоне, и там с некоторыми лордами, там с такими людьми мне приходилось встречаться, и некоторых приглашали к себе домой. И вот у них там 2- или 3-этажные такие особняки были, и подвальные, я помню. И вот вдоль лестницы у них вот они рассказывали, вот это такой-то мой дед, вот это такой-то, это 10-й, это 15-й, он был такой, такой, такой. Они знают своих предков, и поэтому пытаются к этому как бы подчастить или быть сообразно их. Вот чеченцы, допустим, чеченцы знают своих предков. Допустим, я скажу, я знаю там 15-17 своего предка. Так? Они были, конечно, и дальше,
но просто пока мне известно вот таких людей, но были мои там родственники говорят, что еще, но я там это не совсем догоняю это дело, надо побольше там посмотреть, ну, по крайней мере, и они те люди, которые знают, откуда они происходят, кто они, так, и чем они занимаются, они ответственны за свои поступки. Они более, как говорится, сдержаны. Образование получить это хорошо, а вот воспитание это самое главное, кажется мне. Вот поэтому эти люди, вот, о которых ты говоришь, да, они, конечно, между собой дружат и общаются, но в то же время все жизненное им не чуждо тоже. Они и в прошлые века, и везде между собой тоже боролись за власть и за хлеб, и за что угодно. Ну, а так воспитание у них такое. Есть такие здесь люди, да. Здесь есть целые замки по Франции, да, которые, ну, даже стоят, их можно снять там на какие-то мероприятия. Некоторые даже продаются, я слышал. Но какой смысл сейчас замки иметь здесь? Здесь как-то непонятно все это. Пока что я в этом до конца, так сказать, не продумал, что это такое. Ну, есть, да. Знаю таких людей некоторых, знаю, которые вот у меня там были даже очень близкие знакомые. Виктор Файнберг. Он был женат на очень известной Франсуазе Пяти. Они очень древние, как говорится, французы. Очень древние, имеют свои корни, свои замки, свое все вот это вот. Они вот были такие вот, они, Виктор-то умер уже, а его семья еще есть. Вот они здесь и там, где они бывают, они, значит, всегда вот это дело, они очень это демонстрируют своим поведением, своим отношением к делу, сказанному, обращением, такое, ну, как сказать, жилка, такое уважительное отношение. Вот это все в них как бы сидит внутри. А не так, как вот наши Джентльменство. некоторые деятели выступили здесь, старшие, младшие, у нас, которые нету и вообще и не было, и не может, ты не можешь говорить, этикет не соблюдая, как будто они сорвались с какого-то неизвестного значит, берега и нигде не воспитываются, как диких племен соскочили, начинают старшим перечить, оскорбления несут, допустим, это среди нас тоже сейчас появились такие деятели на Западе, когда с ними разговариваешь, они там ведут себя хамски. Откуда такое взялось? Кто их воспитал? Вот так вот кажется мне. Поэтому такие люди здесь есть, да, во Франции есть. Ну, конечно, и по всей Европе это есть здесь. Вот Аян, здесь я что-то вот, возвращаясь а? Да-да-да, закончите. Вот Говорили? здесь написано: объясните людям в рамках международного права проведение референдума во время войны незаконно и недействительно. Есть много людей, которые этого не знают. Ты читал это, да? Да, я читал, да. Ну, может быть, не следует. Почему это не следует сразу в нескольких словах? Потому что во время военного действия под давлением любое, значит, проведение референдума, выбор должно быть свободная воля изъявления народа, человека, свободная воля изъявления. Выборы – это свободная воля изъявления. А какое может быть свободная воля изъявления, когда идет война? Понимаете? Вот поэтому это незаконно. Да, абсолютно, совершенно верно. Аят, возвращаясь к ситуации на Кавказе, хотел тоже задать вам Мгм. вопрос по поводу вот ситуации, когда вот нам сейчас перевозят, сейчас в Дагестан завозят разных вот этих так называемых палестинских беженцев и так далее. Вот ситуация, которая сейчас там разворачивается, могут ли они установить вот эту систему? Они уже, в принципе, готовы, там, мечети понастроили, всех под ружье поставили, там,
и религиозную вот эту пропаганду ведут, обрывают сейчас связь полностью, сейчас уже WhatsApp полностью с Чечней уже никак связь уже не может быть там, ну, обрываются вот эти моменты, и людей будут обрабатывать полностью. И особенно, чтобы нас здесь не было, готовится почва, чтобы нас отсюда депортировать. Ну, короче, вот такие вот у меня не очень хорошие, пессимистические, скажем так. Несмотря на то, что я закоренелый оптимист, но вот такие вот у меня возникают образы Ну, в этой где-то у ситуации. тебя ржавчина появилась в твоей оптимизме. Да, да. Но здесь, Поэтому да, возможно такое, но я не думаю, что пришельцы, где бы они ни были, если они не вольются в нашу, как говорится, семью чеченцев, да, что они будут иметь успех. Мне кажется так. Конечно, власть будет делать все возможное и провокации устраивать. Кремль это способен делать. Он это делает по всему, собственно говоря, миру. Помнишь, они когда целыми ящиками по полтонны наркотиков из Аргентины или из Бразилии увозили, которые да, для чего это, представляешь, вот, чемоданами. Так да, что да, здесь такие дела, от них можно хоть что ожидать. Они закупали, кого они хотели кормить, и за счет вот этих наркотиков хотели заработать. Там, видимо, вот эти, если наркотики пустить в оборот, то они миллиарды заработают. Поэтому туда и полетел некий человек, которого ты знаешь, чтобы эти наркотики оттуда провезти сюда, в Москву. Вернее, туда, в да. Москву. Так что и здесь может быть всякое, может быть всякое. Но ситуация может разыгрываться, как там сейчас вот мы наблюдаем там, что происходит. Мы видим, что как-то, значит, какое-то там направление, натяжка людей направляет туда, в Украину, они там гибнут, некоторые из них возвращаются, некоторые не возвращаются. Я знаю, там потому что мои некоторые родственники тоже, молодые люди туда направили, они погибли, их оттуда привезли и захоронили. Тоже так, есть такое. Украина. Хотя они не хотели ехать, хотя, ну, в общем, вот такое вот. Я в курсе дела такого. М. По Да, где большому что счету, все те, кто едут туда, по большому счету, те, кто едут туда, не хотят умирать за какие-то там деньги. Это как да, вот да. говорят, давай там прыгни с высокой скалы, тебе будет 2 миллиона. А он прыгнет, а может и останется жив, а знает, что может не остаться. Так и здесь, вот здесь. Да, да. Ситуация сложная, конечно. Но помнишь, в Дагестане, что они там делали? В Ингушетии чеченцы с ингушами там за какой-то там клочок земли спор устроили. Это же агентура российская все это устраивала в Конечно. лице людей с обеих сторон, которые на Кремль работают. Нет никакого сомнения в этом. Зачем это простым людям нужно было? Я, например, знаю, что это так организовывают они. И организовывали, так это и есть. Да, к сожалению, они вынуждают людей идти, говорят, если не пойдешь ты, пойдет брат, отец, там, сын. Или Вот лишить таким тебя, да, всяких привилегий, по пенсии, там, зарплаты всего, да. или еще что-нибудь. Там, значит, где-то, если попался в чем-то, или там провокацию сделают, или где-нибудь там тебе машину. Ну, у них же все, что угодно есть. Что это делать, что там делать. Смотри, что там есть. Да. И еще обман, ну, духовную интеграцию, чтобы не посадить, то возбуждают дела. Ну, много я об этом рассказывал у себя в стримах, много случаев, очень много погибших, тела не возвращают, Да-да. многих тела там прям же остаются, не приносят, потому что нужно платить выплаты там и так далее, чтобы не платить эти выплаты. Потом Лучше закопать его командир. где-то там и все. Да, еще командир, если ты договоришься, например, за то, что вытащить своего человека,
что тебе надо отстегнуть вот этому военкому, еще вот этим Да-да. людям, которые дают команду, ты им обещаешь, что когда выплата получишь, ты что-то отстегнешь. Короче, как обычно, деньги делают и ужас, короче, творится. Да, конечно. Есть еще вопросы какие, Аслан? Есть, вот Чарли пишет, ну здесь Асланбек пишет тоже очень такую мою наболевшую тему, он поднимает снова и снова, про то, что палестинцев тут завозят, они говорят на русском языке, все упитанные, явно не голодавшие, этот там, что там, супер голод там и так далее, это все раздувается, и нам привозят тех террористов, их пособников, их семьи вывозятся, и именно к нам вывозят, не в Москву, не в Саратовскую область, там, именно к нам везут. Вот хотелось бы вновь и вновь обсуждать это и предупредить наших людей, чтобы, потому что потом, когда начнется вот это массовое, они сейчас подготавливаются, потом массовая вот эта вербовка, пропаганда, там теракт тут, это то, все, и когда вот все это закрутится, будет поздно. Скорее всего, против армян, грузин и азербайджанцев, которые, и, конечно же, американцев, которые приходят туда, на Зангезурский коридор. Знаете, Аят, когда все это сопоставляешь, вот там разные спортивные вот эти мероприятия, вот эти, их в Америку приглашают, там санкции, Кадыров такой, Кадыров сякой, потом людям дают возможность выехать в Америку, и потом когда выигрывают они там про Палестину, там вот эти все вещи, и в мире нас представляют какими-то террористами, какими-то этими пособниками вот этого Хамас, там еще чего-то. Они бабки зарабатывают на этом, на нашей крови, на нашей беде, и прямо говорят, я просто бабки зарабатываю, мне плевать на все, мне бабки нужны. К чему нас подводят, и вот это все складывается, и у американцев складывается мнение, что вот те чеченцы, они поддерживают вот этих Хамас, они за террористов и так далее, и выглядит очень-очень Ну, нагло на наших глазах, на да. наших глазах. Все это Это все происходит, так. Аслан, а ты не и мы не закончил? молчим. Да, Совейда. Это так, да, но это, как говорится, по-чеченски рабочий хотешь. Уж главный вопрос, о котором мы должны думать, это вопрос о том, чтобы сохранить нашу нацию, сохранить народ, так, и вопрос о том, чтобы деоккупировать, освободить территорию нашего государства и смочь восстановить там, значит, в соответствии с международным правом и нашими законами, которые были у нас, да, восстановить нашу государственную власть на всей территории. Вот это самое главное. Вот это надо сделать. Об этом вопросе должны стать. И чтобы, я понимаю, что там об этом говорить нельзя, но зато здесь на Западе есть много вот агентов влияния, которые на этот вопрос делают акцент. И вот если есть, они давно здесь заявили вот такую пластинку, что больше нашей власти нет, это ушло и все такое. Они все забывают о том, что в соответствии нашей Конституции и законом, что та власть, которая была избрана последний раз на территории Чеченской Республики в 1994 году, закон о том, что все те избранные во власть народом люди, начиная от президента и кончая всеми, значит, органами местного самоуправления избранные, их до 5000 человек было, так? И вот эти до 5000 человек, из них, может быть, сегодня, значит, осталось, некоторые перешли на сторону оккупантов, так? Некоторые отошли от нашей Конституции. Но мы знаем определенно, что там больше половины этих людей еще есть там, и эти люди имеют эти полномочия от нашей власти, законной власти, избранной нашим народом. Поэтому они должны беречь
и понимать, что в любой момент, когда необходимо, они должны встать и выйти, значит, защищать с точки зрения международного права, с точки зрения отстаивать мирным способом восстановить нашу государственность. А те, которые здесь на Западе себя мнят разного рода деятелями или будущими лидерами, и фактически то на религиозной почве, то на каких-то других почвах, религиозная, нерелигиозная или демократическая. Как правило, эти люди, которые здесь на Западе, вот, грубо говоря, это беженцы. Беженцы. И эти беженцы, если они не, значит, их действующая власть, которая является на сегодняшний день, это президиум правительства, если их не привлекла, они никакого отношения не имеют к нашей власти. Но они себя изображают властью, они изображают из себя каких-то деятелей, они говорят, что мы защищаем интересы, значит, чеченцев из Ичкерии. И в то же время людьми, легитимно полномочными людьми, против них они выступают, критикуют, пытаются все в грязь лить. С этими людьми надо быть осторожным. Вот эту работу мы должны вести, и в то же время мы видим, что эта работа, которая ведется нами сейчас, даже в данный момент, как раз-таки раскрывает ситуацию, которая есть действительно в нашем народе. Мы можем находиться по всему миру, но мы должны свой, как говорится, кусок земли, это земного шара, где мы жили тысячелетиями, его сохранить и на этой территории, чтобы мы продолжали жить. А то, что сюда приехали, скажем, в данный момент арабы или другие люди, и их там Москва пытается их как-то внедрить и что-то делать, я уверен, наши люди знают, что это такое, и кто они такие, и для чего приехали, и какую цель они преследуют, и для чего их прислали. Поэтому они должны сами в этом вопросе там разобраться и делать все возможное для того, чтобы никаких провокаций не было. Хотя Москва это будет стараться делать с привлечением своей, как говорится, своей команды, которая у нее есть. Я так думаю, Аслан. Здесь на Западе есть люди, которые извращают нашу Конституцию, которые, значит, пытались так или иначе, значит, отойти от основы нашего государства, которые принимали решение о том, что наша территория есть частью России. Незаконно. Незаконно утверждали, рассылали по всему миру документы о том, что мы часть России, принимали эти все документы. Вот об этом мы должны думать здесь, на Западе, и в других странах части мира, где мы находимся, да, будь это в Америке или по всей Азии и Европе, но мы должны это знать. Кто этим занимается, чем этим занимается, мы знаем. Это группа религиозно настроенных деятелей, которые себя изображают какими-то деятелями и называют себя властью чеченского государства и народа. Это вот эта закаевская компания, которая многие годы здесь из себя изображает. И они подпитываются очень даже ясно, очевидно, что они подпитываются Кремлем, потому что они подпитывались раньше этими олигархами, там, Березовскими и другими. Когда мы были вот с нашими людьми, я был здесь на Западе, в разных международных организациях, ООН, ПС, они подходили и предлагали нам эту роль. Мы тогда решительно отвергли их предложение, и понимая, кто они есть. А эти люди с ними собрались и эту работу ведут. И принимаемые их документы, и их толкование нашего закона, Конституции, это попытка сбить нас с пути, с рельс, чтобы наш поезд слез с этого рельс, обвалился, и чтобы мы потом больше никогда не могли встать. То, что мы сделали в развале Советского Союза, наш народ провел референдум, и при развале Советского Союза создал свое государство, это важнейший, как говорится, момент, о котором мы не должны забывать. Где бы мы ни находились, там, на территории Чечении, во всей России и других, мы должны забывать. Мы не собирались никогда нападать на Россию, не нападали. Нас обвиняли во всех взрывах домов,
взрывов каких-то подстанций, и это все делали. И все это организовал Кремль. Если наши люди шли в Москву или еще куда-то, то шли только лишь для того, чтобы остановить эту войну и мирным способом решить эту проблему. Это должны знать все. Конечно, среди нас были и провокаторы, и все, но по большому счету вся наша цель и задача была направлена на это. Сегодня мы должны в этом направлении работать. Мы не должны давать шанс этим людям, которые под религиозным или демократическим другим способом пытаются сказать, что значит, нашего государства не было. Вот некоторые деятели, собственно говоря, значит, выступают здесь по разным своим этим каналам и говорят вот ту или иную какую-то, вводят в заблуждение людей. Понимаете? Они в противоречии с нашей Конституцией, с нашим решением нашего народа, общенациональный съезд членов народа, ведут эту работу на Западе. Но мы их разоблачаем, у нас есть масса документов, масса, значит, опровергающих, значит, принципов, из которых видно, что эти люди не имеют права, никакое право говорить от нашего народа. И поэтому мы призываем всех тех, кто с ними общается, будь это любая страна Европы, начиная от прибалтийских государств, балтийских государств, Украины, Польши, другие, Англии, Франции, другой. Будьте в этом отношении очень ответственны. Они не являются представителями нашего народа. Их никто не избрал. Они беженцы. Они беженцы, и кто из них был здесь находился, они отошли от основ нашей Конституции и незаконно себя ведут. Вот в чем вопрос. Это важный вопрос, Асан. Вот Чарли спрашивает тоже по поводу вот этих палестинцев. Аят, как поступят с этими арабами после деоккупации Ичкерии? Их в Россию или обратно в Палестину? Ведь они не граждане Ичкерии. Ну, пусть как с ним поступит, я не знаю. Пусть едут себе домой или едут еще куда-то. Мы-то не можем сказать. Если они там останутся и будут соблюдать наши законы, которые мы будут нормальными беженцами или гражданами, пусть живут. Только так мы можем сказать. А если они будут там какие-то антизаконные действия производить, то надо в соответствии с законом следить, чтобы это был порядок. Вот что можно сказать. Аят. Вот ДДД здесь редкий у нас как бы вопрос в ТикТок. ДДД задает вопрос, говорит, когда мы получим независимость? Мы независимость получили в декабре 91 года, когда мы, значит, в октябре провели выборы своей власти, а 1-2 ноября издали указ о государственном суверенитете Чеченской Республики. Тогда она так называлась, так? А затем 12 марта мы избрали, то есть приняли Конституцию, наш парламент принял Конституцию Чеченской Республики, суверенного и независимого демократического государства. У нас это хотят отнять сейчас. Вот мы его сейчас не получим, говорит, нам никто, мы сами это сделали, наш народ это сделал, и впоследствии все эти войны против нас, которые начинались против нас, это была экспансия, развязана этим новым Кремлем на военном, как говорится, на военной основе, начиная с нашей республики. Наша республика, они начали уже с 91 года, первая, вторая, в 92 году, в 94 году, в ноябре, третья, потом четвертая, потом пять агрессий было против нашего государства. И теперь, когда у нас не осталось тогда возможности, и весь мир нас оклеветали, на весь мир Россия оклеветала своими мощными информационными агентствами и всеми своими посольствами в мире. Наша задача опровергнуть, что это не так, не было этого. Теперь нам легче это опровергнуть, когда мы видим, что они делали в Грузии, что они делают в Украине. Нам легче это сейчас. Главное, чтобы мы не ошибались, не делали ошибок, не поддавались вот этим провокаторам, которые себя изображают
представитель нашего народа на Западе действует, так, и те, которые здесь приехали и не признают наше государство или не признают нашу, значит, власть в лице президиума в зарубежье, которое значит, обозначено решением нашего парламента и президента в 2003-2004 году. Поэтому вот эти люди, которые этим занимаются, это, можно сказать, нормальный такой процесс, нормально в том смысле, что это делалось всегда во все времена, но мы должны это дело четко знать, не позволять им, значит, переходить эти границы. Вот что нужно делать, насколько я понимаю. Чарли тоже эта тема, видимо, задела. Он говорит, имеет ли он право, не хочет, чтобы они оставались в Ичкерии и даже на Кавказе. Наверное, даже и на земле, да? Шутка. Он говорит, даже не оставались на Кавказе, я имею на это право, он говорит. Но ты имеешь право на свое личное мнение, а это не значит, что рядом с тобой стоящие 8 человек, грубо говоря, будут с тобой тоже. Если вы такое решение. Но это решение, которое должно быть в соответствии с нашей Конституцией и в соответствии с международным правом. Мы должны себя проявлять, если он лает, к примеру, я говорю, у нас так говорят, если собака на тебя лает, ты ему в ответ не будешь же лаять. Так и здесь. Мы не должны быть. Мы должны себя достаточно сдержанно и правильно. Вот я так думаю. Сам. Да, согласен. Так. А может случиться так, что вот они сейчас уже начнут вербовку и начнут туда, в Израиль, отправлять, в Палестину наших людей для того, чтобы вести вот эту войну в секторе Газа против Израиля? На Кавказе, там, Я Дагестан. не думаю, что они, не знаю, от них может что угодно ожидать. А как вот они 7 октября сделали вот так вот, так? Да. Здесь вообще-то вопрос в таком, это был террористический акт со стороны Хамаса. Но для решения этого вопроса, я считаю, что нужно решать этот вопрос, значит, в глобальном историческом плане. А исторический план – это, значит, с момента создания Израиля после Второй мировой войны, значит, современном международном праве. Это должны решать большие страны, которые тогда способствовали созданию Израиля, защищать ее или не защищать, или что делать. Они должны этот вопрос решать. Они до сих пор не решают это. Там, в Ну, сейчас Израиле, решается. как бы, значит, получается там, Израиль на этом пятачке, получается, решается спор этот больших государств. Понимаете, вот там как бы узел это схлестывается. Как это? Что? Если мы туда вмешаемся, допустим, мы считаем, что вот это кровопролитие, вот это убийство с обеих сторон – это преступление, это нельзя делать. Нужно уйти от этого. Нельзя постоянно вечной, скажем, ненавистью жить и вечное стремление друг друга убить. Какое-то решение нужно найти. Вот что кажется правильным. Асланбек пытается этот вопрос, надо ли распустить ООН и Не слышу тебя. Надо ли распустить ООН и переформатировать в другую организацию, что думает Аят по этому поводу? Но надо вначале подумать, чтобы которую другую сделали, хуже не было. А кто будет ее создавать, другую? Отдать кому-то в руки, чтобы другую создали? Может быть, эту, которая есть система, ее как бы, значит, довести до ума, скажем, чтобы она, вот эта международная вот эта система, которая есть, чтобы оно как-то было в какие-то изменения внесены, и чтобы за этим следили, и здесь приводили как бы это изменения или дополнения в чем-то. Мы видим, что от современного международного устава ООН, он достаточно такой скользкий получается, так? 5 стран мира могут все решать. И даже из них вот некоторые страны, вот смотрите, Кремль, член Совета Безопасности, что он делает?
Как это может быть? Надо вот это так сделать, чтобы любая страна, которая вот так себя ведет, чтобы не могла себя вести. Такие должны быть правила, насколько мне это представляется, я это имею в виду. А что новое, если это уберем, новое сделаем? А где новое у нас, готово или нет? Вот в чем вопрос. Кто будет ее создавать? Тот, кто Ну, говорит, они я будут или вы, мы, что создавать. ли? Мы, никто. А ее могут создать какие-нибудь бандиты снова, или какие-нибудь люди, которые аморальные, или те, которые снова там появятся. Здесь надо как-то это, ну, скажем, изменить, может быть, систему международного порядка или устава, или какая-то ответственность, что была за действия, которые вот так. Вот сейчас и идет вот эта борьба, вот эта противоположность системы, значит, свободного мира и свободно диктатских режимов. Вот эта борьба за это и идет сейчас. Мы об этом и говорим. Понимаешь? Сам? Понимаю. Ну, на самом деле, вот Чарли по поводу, возвращаясь опять к палестинским этим разным так называемым беженцам, говорит очень такую хорошую аналогию приводит. Войну развязали в 70-х годах в Иордании, когда они туда бежали, эти палестинские. Ну, если бы они были бы обычными людьми, наверное, да, они бы, наверное, прожили бы как беженцы, пытались созидать, развиваться. Но это инструмент в руках. СССР тогда был, сейчас инструмент в руках России, и, видимо, Россия использует свой инструмент по назначению, так сказать. Это в этом. Ну, это понятно. Это же, вот мы же тоже как-то сами тоже вот так разъехались некоторые, так? Хотя я Субат был конкретно направлен решением парламента и президента был направлен. Направлен в суда от нашей власти на Запад было очень мало людей, очень мало. А те, которые сюда приехали и стали беженцами, и себя власть здесь изображают, и не признают нашу государственность, утверждая, что ее не было, что она ушла в прошлое, или утверждая, что надо вот это убрать, вот это сделать, что много государств построим. Это дилетанты. Дилетанты, которые не понимают, о чем они говорят. А есть и некоторые другие деятели, так называемые демократы, которые тоже рассказывают какие-то небылицы, просто не зная, о чем они сами говорят, придумывают тоже. А люди думают, что это такое? Если вот есть, вот, допустим, вот у меня один вот вопрос был здесь. Где он был? Подождите, я посмотрю сейчас. Где говорилось, подождите, я сейчас гляну. Ну, где говорилось о том, что Конституция Чеченской Республики во время войны приостанавливает свое действие. И поэтому, значит, в военное время президент имел право делать те или иные шаги, и ему было позволено заниматься законотворчеством. Вот такие заявления делают некоторые деятели, которые здесь находятся на Западе. Этого нет и не могло быть, потому что в Конституции записано, что парламент – это постоянно действующий законодательный орган власти, который работает, и написано там, значит, во феврале, постоянно действующий, единственный законодательный орган власти, единственный. Поэтому президент и другие все органы власти должны исполнять те законы, которые принимает парламент. Во время принятия этого закона президент имеет право, если он не согласен, наложить, как говорится, вето на этот закон, и парламент снова рассматривает, и уже большим количеством, 2/3, должен подтвердить то, что он принял раньше. Если это не будет это, а разговор о том, что в военное время вот так или так, это неправда. Я был председателем парламента, начиная с 93-го года по 97-е годы, так? И во время войны это было, никаких прав нет. А здесь какие-то деятели приходят, вот такие вещи рассказывают и вводят в заблуждение людей. И вводят они в заблуждение не только
между нашими, а вводит в заблуждение и людей, которые находятся, скажем, в Украине или в Балтийских странах, или где угодно, Польше. Вот такие вещи рассказывает и оправдывает вот эти противоправные действия для того, чтобы оправдать свое отступничество и свою, скажем, беспринципность. Или, скорее всего, не понимает. Есть такое тоже. Вот такая ситуация. Вот Азиз пишет, вы помните, в 70-х, 80-х годах войны шли во Вьетнаме, Никарагуа, Сальвадор, Чад. Прошло время, эти войны переместились на наш континент. Я думаю, это все искусственно делается. Вы согласны? Ну что, я не исключаю это, но надо понимать, что еще 200, 300, а то и 400 лет назад эти люди с Европы или через Атлантический океан, или там через, скажем, Дальний Восток тоже в Америку перебрались. Это миграция людей туда-сюда и войны тоже. Интересы, они стали более глобально. Там это было как бы местное, да, а потом расширилось. Вторая мировая война, Первая мировая война, она же как бы, значит, охватила все континенты тогда. Так и было. Поэтому здесь я не исключаю, что это так, но эти войны, которые были тогда, они, может, стали более, расширились, масштаб их расширился, и он стал вот глобальным для нас. И этот континент, может быть, нам и такой подарок и сделал, но не специально, а просто интересы расширились. Мы знаем. Вот великая шахматная доска у Бжезинского, Збигнева Бжезинского, есть такая идея о том, что вот эти империи, которые возрождаются на Евразии, на континенте Евразии, им не дать возможности им возродиться, подняться, сделать ставку на Францию и Германию в Европе, потому что без Франции, Германии, Европы, как он говорит, как бы не будет, и поделить и Россию, например, ни России, ни Турции, Османской империи, ни Персидской империи, не дать возможности возродиться, подняться, потому что они представляют угрозу для интересов глобального мира. И часть России отдать Китаю, там тот же Дальний Восток, он там упоминает. Ну и, конечно же, там поделить Россию на 3 части. Это европейская Россия, сибирская Россия и дальневосточная Россия. И может ли это быть, и как бы вроде бы все идет по сценарию, который писал тогда Дзержинский, что как предотвращать вот эти развитие этих империй. Может ли это вот то, что сейчас происходит, в том числе возможность войны против Ирана, по которой практически уже о решенном деле говорят некоторые американские блогеры, там, подкастеры и так далее. Может ли это быть реализация этого плана в этом смысле? Как вы считаете? Сейчас, как знаешь, еще лет 30 тому назад, так не могли люди высказываться. Только читали, что написано в газетах и все такое, радио слушали именно. А сейчас каждый может что угодно говорить. Он решил переформатировать мировой порядок, там по-новому, тому не дать, этому не дать. А что, империи друг от друга отличались, что ли? Они империи были всегда жестокими империями, всегда. И здесь вот говорит о том, что он так говорит, так говорит. И когда они выдвигали, это Бжезинский выдвигал теорию о том, что Чеченская республика является частью России в то же время. В то же время он говорил, что она является частью России. И зачем вот этот анализ нам нужен тогда? Как мы являемся частью России? Мы что, должны сидеть ждать, пока он это все разделит на все такое? Так лучше начать с того, что дать свободу тем, кто свое государство хочет восстановить. Почему они делают это? Я знаю этот вопрос, с ним вопрос с этими людьми там, как говорится, общались, наши деятели, наш бывший министр иностранных дел, этот Ахмадов Ильяс и другие там с ними общались, говорили,
А они стояли как раз-таки, они и стояли на этих платформах о том, что наше государство, оно является частью России. Они такие документы принимали, как вот эта концепция обусловленной зависимости, КОНЧ, там и другие вопросы они поднимали и все это распространяли. И вот их друзья сейчас здесь на Западе, и там везде вот это все пишут какие-то книжки, из которых видно, что мы якобы являемся в конечном итоге должны раствориться или оказаться, ну, скажем, ситуация коллапса. Это нас не устраивает, я думаю, каждого чеченца. А это кто такие, кто им дал? Потому что Бзежинский так сказал. Это нас не устраивает, а то, что Бжезинский сказал, здесь много разных таких политиков и разного рода деятелей, которые сегодня более, чем Бжезинский, больше будут говорить. Это его теория нас не устраивает, потому что когда я был в этом 2001-2002 там годах, тогда они направляли свою там команду, Бжезинский направлял, они там принимали решение о том, что часть Чеченская республика является частью России. Там этот Ахмадов был, там этот Закаев был потом. Затем они здесь в Копенгагене принимали специально Россию, тайно от чеченского народа, как будто Всемирный чеченский конгресс, где там сидело, может быть, 10%, 10 беженцев, а остальные приехали, в том числе Хасбулатов, и принимали решение о том, что мы являемся частью России. Вот о чем это говорит. Все. Только можем говорить. Вот Ламела пишет. Иса, ты делал честные выборы, когда тебя избрали? То есть аят вас еще Иса называют. Кто это? Памела? Ламеила. Что значит честные? Конечно, честные выборы. Как по-другому? Только честные. Наблюдатели были со всего мира. А? Наблюдатели же были со всего мира. Да, были, когда выборы были в первый раз и второй раз. У нас был наблюдатель ОБСЕ, до 200, из 200 стран были наблюдатели, и мы выборы делали и проводили честные выборы. Да, Памела. Откуда она? Да. Ну, наверное, она там где-то что-то слышала. Чатаев, что ли, Чатаев. Может быть. Так, вот я зачитаю комментарий, а этот Чарли пишет, сейчас признают Палестину, а затем Иран и Россия будут снабжать их оружием и наемниками против Израиля. Раньше скрытно их снабжали, а теперь будут их снабжать открыто. И это вечная война. И вроде Советский Союз признал давно палестинское государство. Знаете, мы можем, конечно, так предполагать, но надо знать, что если мы создали свое государство, восстановили свое государство, да, мы должны понимать, что это государство должно быть не просто так вот, чтобы назвать государство, это ответственность. Наши граждане должны быть ответственны, мы должны уметь защищать свое государство. Мы вот 5 раз против нас была вот эта агрессия, и мы до сих пор защищаем свое государство на политическом правовом уровне в мире, так? И против нас выступила вот эта вся Россия огромная, так? И что в итоге получается, что им удалось нас где-то, потому что наша страна, она по территории мала, по сравнению с ними, много раз, десятки раз. Но мы должны понимать, какая бы там ни была ситуация, мы должны строго решать те вопросы, которые связаны внутреннего и внешнего порядка, и с преступностью в том числе. Только так, говорит о том, что так или иначе. То есть мы должны понимать, что мы из состояния, скажем, части империи создаем свое государство.
И это государство создали, вернее, так? И это государство должно отстаивать те принципы, которые заложены в международном праве, и то, что заложено в нашей Конституции. И действует строго. И каждый гражданин обязан тоже этому следовать. Это в нашей Конституции записано. Вот так что вот такая ситуация. Спасибо, Аят. Уже больше 1,5 часа в эфире. На этом я предлагаю закончить наш стрим, Аят. Если Вот здесь задает вопрос Чарли. Ахьяд говорит, они не граждане Ичкерии, как они могут остаться? Ведь мы тоже не граждане, многие западных стран, да, к которым мы приехали. И находимся здесь как беженцы, как политические беженцы. Мы нас находимся приняли здесь. законные власти, он это имеет в виду. Наши Да, приняли здесь законные, а там приняли оккупационные власти их. Но она говорит Ичкерии, граждане Ичкерии, как они могут остаться? Ахьяд говорит, они не граждане Ичкерии, как? Она имеет в виду, Чарли имеет в Нет, виду, это что он, вот Чарли, это парень. он, да? Ну, в любом случае, по закону и должно быть тогда. Да, в Так, любом что случае, еще это там? проблема решаема. Есть еще вопросы? Нет, больше вопросов нет. Ну ладно, Аслан. Давай Действует, Аят, Баркалон, Вот так вот. Спасибо всем, друзья, кто принимал Да, участие. спасибо Спасибо. всем. Всего Барков, самого спасибо. хорошего. До свидания. Адикювет. Давай, Адикей. Машаль.